творческие чтения проходят при грантовой поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области, информационной поддержки Министерства культуры Новосибирской области, Всемирного конгресса татар, Межнационального дома дружбы народов и городского межнационального центра. Организатором и учредителем конкурса является Новосибирская региональная общественная организация Центра татарской национальной культуры АК-Калфак. Я хочу поблагодарить нашу уважаемую жюри за то, что они сегодня с нами. Жюри у нас очень компетентное. Председатель жюри, общественный деятель, научный работник Суран. В татарском движении более 30 лет, основоположник татарского движения Новосибирской области. Один из учредителей татарских организаций, которые сегодня работают. И нам очень почетно, что он в своем плотном графике нашел время для нашего конкурса. Спасибо вам, Равиль Андреевич. Вообще, вы знаете, у него по паспорту сегодня день рождения, но он очень скромный и сказал, что у него даты не совпадают, и вообще день рождения у него уже прошло, но мы все равно его поздравляем. Руфия Назиповна Мингалеева, заслуженный учитель Узбекистана, наш активный член нашего общественного движения уже много лет в Новосибирской области и сейчас в нашей команде АК-Калфак. Кнедли Анна Михайловна, руководитель городского межнационального центра. Спасибо вам огромное. И мы с городским межнациональным центром много лет сотрудничаем, очень рады и готовы продолжать дальнейшее наше сотрудничество, поддерживать все ваши мероприятия. Спасибо. И мне очень хочется представить Елену Ефремовну Водолажскую. Это директор Дома дружбы города Бердска. Мы много лет проводим совместные мероприятия. Большой опыт у Елены Ефремовны как проведение конкурсов, так и участие в конкурсах. Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в нашем гостеприимном многонациональном центре. Очень рада, что сегодня у нас присутствуют представители из разных уголков Новосибирской области, и Новосибирской, конечно. Рашида Камилевна очень подробно все рассказала, не будем затягивать долго. Я очень рада, что настолько творчество этого великого поэта вдохновляет всех и сегодня, потому что мы прекрасно все знаем, что память о человеке, покуда она жива, жив и он с нами вместе. Поэтому прекрасно. Предоставляется председателю Межнационального дома дружбы народов Мирзоеву Низами. Добрый день, уважаемые друзья, братья, сестры. Добрый день, дорогие дети, будущее нашей великой Родины России. Сегодняшний день, особенный день, честно я вам скажу, что это. Хочу поблагодарить руководство нашего города, хочу поблагодарить руководство нашей области, хочу поблагодарить Анну Михайловну вас, хочу поблагодарить Рашида Камиловну вас, что вы организовали, создали эту уютную обстановку, объединили всех представителей народа, чтобы нам очень комфортно вместе. Мы не представляем это, не желаем разлуки, что мы были всегда вместе, всегда за единство, за дружбу. Хочу поблагодарить, чтобы наша великая Родина Россия, Советский Союз объединил, заложил фундамент тот, который мы сегодняшний день, нам очень комфортно. Нас кормить много не надо, поить не надо, нам только не хватает общения. Сегодняшний день мы, народные представители, каждый за собой подтягивает традиции, культуру. Мы когда наблюдаем, даже без всякого, и мы понимаем, что нам вместе хорошо. Нас пусть никто не пытается разлучать, пусть не пытается какой-то провоцировавший в общем, эту ситуацию, которая пытается подкидывать между нашими. И мы никогда не позволим, потому что страна у нас развитая, богатая страна. Мы сами объединились, мы сами подтянулись все с разных уголков мира, чтобы поддержать, заступать за нашу великую Россию.
И сегодняшний день особенный день, я вам скажу. Специальную номинацию «Приз зрительских симпатий». Среди всех участников, пришедших на заключительный этап, голосование пройдет в сообществе ВКонтакте «Татары Новосибирской области». Обязательно подписывайтесь и голосуйте. Также приглашаем всех участников на гала-концерт второго межнационального конкурса чтецов «Джалиловские чтения», который состоится 5 мая в 14:00 в ДК Октябрьской революции города Новосибирска. В программе торжественное награждение участников конкурса, выступления лауреатов конкурса, артистов из Новосибирской области и Республики Татарстан и вручение приза зрительских симпатий. В ваших подарочных пакетах находится приглашение на мероприятие. А теперь начнем заключительный этап нашего конкурса. Номинация «Муса Джалиль» на татарском. Возрастная категория от 16 до 20 лет. На сцене Туган или Суларе. Всем здравствуйте. Меня зовут Вильгельм Ольга. Я ученица Центра образования Вертулинский, участник театральной студии «Аплодисменты». Для меня сейчас большая честь начинать и открывать наш праздник и конкурс. Туган. Алтайлык бала елый, қопшияның солған көкреген. Ятып сойра, туктап, қарап тара, үксеп уанның күзләрен. Бала шүзі қашақын батышқа, үстірілі ауаты кеймесі. Қуан ұрттан, едіре бұлып, она қоны, бала күз еші. Здравствуйте, я Абдулла Бабоев. Муса Джалиль, Бованако. Арка седа хакиман гуя дага. Мондышет автор. Зитар перун давида сахтамат хиш. Парсу мейкашит угро. Прикали, не броня, смотрели прямо в душу глядя. Трехлетней девочки глаза, чулочки тоже. И смятеньем на миг Муса Джалиль, ива. Растет за домом ива, шумит она листвой, и мне всегда при встрече кивает головой. Придя с работы, тотчас я в тень ее спешу. Порой цветком любуюсь, порой стихи. Это автомат. И снова скован взглядом детским. И кажется, что в землю врос. Глаза, как мои утили. В смятении смутном произнес овеянным невольной дрожью. Нет, он убить ее не сможет. Но там очередь спешает. Потянулись, меж собой переглянулись. Лепесток их приласкал, в ветерки заколыхал. Их заря умыла чистой, свежей, росой душистой. Так качаются они, наслаждаются они. Вдруг ромашки встрепенулись. Все подружки. Всем здравствуйте, меня зовут Каченко Валерия, я приехала из села Венгеров. Муса Джалиль, смерть девушки. 100 раненых, она спасла одна и вынесла из огневого шквала. Водой напоила их она, и раны их сама забинтовала. Под ливнем раскаленного свинца она ползла без остановки, и раненого, подобрав бойца, не забывала о его винтовке. Ну вот, 101 раз, в последний раз, ее сразил осколок, мины, люд. Чулочки, их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сначала велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной, но вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки дядя тоже снять? И смятением заставили, а сами они стояли,
Кучка дикарей и хриплыми смеялись голосами. У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и Тысячи плачут вокруг, и со всех стебельков и листков оседают в траве не роса, а невинные слезы цветов. Старый волк постоял над бойцом, осмотрел и обнюхал его. Для чего-то в глаза заглянул, но не сделал ему ничего. На рассвете и люди пришли. Видят, раненый дышит чуть-чуть, а надежда-то все-таки. С войны солдат шагал домой. Все ликовали, что живой. Дарили женщины цветы. Что ж, сбудутся теперь мечты. За солнце, свет над головой звучали песни. Наш герой! Зато... Нухина Нина Михайловна, город Искитим, клуб самодеятельных авторов-литеров, бессмертный полк. Минуло много-много лет со дня победы той, великой. Каков истории портрет? Она не может быть безликой. Юнец безусый. Я видел тебя, покидая Казань, кремлевские белые стены. Казалось, с балкона ты машешь платком, и образ твой газ постепенно. Казалось, ты долго мне смотришь в лицо блестящим, взволнованным взглядом, и я у тебя. Siz de